самом разгаре летние каникулы – любимая пора всех школьников. В это время в детских лагерях Нерюнгринского района отдыхают и набираются сил более 1000 школьников. Для тех, кто хочет весело и с пользой провести время, открывает свои двери оздоровительный лагерь мужества. В этом году ему исполнилось 45 лет. За летний период у нас организовано на базе лагеря мужества 2 смены. Первая смена хватило 350 человек, во второй смене у нас 340. Все смены тематические, у детей трехразовое питание. Привозят их утром на автобусах, вечером увозят. С ними работает педагогический отряд Содружества. Программа каждого сезона разнообразна и разработана так, чтобы каждый отдыхающий здесь ребенок смог раскрыть свои таланты, принять участие в отрядной деятельности, найти новых друзей и сделать множество интересных открытий. Что касается работы, то работу мы проводим достаточно разнообразную. Мы придумываем различные мероприятия, квесты, проводим зарядки, играем с детьми. Проводим массовые какие-нибудь игры. И что еще интересно может прийти в голову, то и проводим. Навстречу новым приключениям ребята отправились в июне, когда стартовала первая смена, посвященная теме дружбы народов. Тематика этого сезона у нас «Дружба народов России». Это международные отношения дипломатические про народы, которые живут на территории Российской Федерации. И ребята изучают их культуру, историю, памятные даты. У нас есть квест-игры, которые подготавливают вожатые, а также воспитатели отрядов, где они отображают как раз такие интересные задания по тематике своей народности, своей национальности, которую они представляют. С отдыхающими занимаются педагоги и вожатые объединения Содружества, которые предварительно проходят специальную подготовку и обучение и готовят тематические мероприятия для каждой смены. После первой смены у нас было всего 2 дня пересменки, и мы с вожатыми за один день успели со старшим вожатым прописать плансетку. Написали квесты, тоже опирались на саму историю, на эпос Лунхо. Готовились, искали какие-то интересные испытания, загадки, читали очень много, про миры изучали. И вот опираясь на все вот эти данные, которые мы нашли в интернете, которые вот у нас, например, Алена Юрьевна знает, она нам очень помогала. Опираясь на эти данные, мы писали плансетку, готовились к смене. Мы с педагогическим отрядом отдельно садились все и изучали историю самой Якутии. И от этого мы отталкивались, чтобы поставить сценки, танцы и, соответственно, подбирали музыку. Погружение в тему способствует программа смены. Вожатые проводят игры, квесты, соревнования и выступления, в которых задействованы все отдыхающие. Работаю я первый год. В принципе, с детьми давно хотел поработать, попробовать. Работа, не сказать, что легкая, довольно тяжелая, ответственная, ответственности много, но с детьми мне нравится работать, это интересно. Каждый ребенок разный, и прикольно смотреть, интересно, когда вот ребенок грустно ходит, он к тебе приходит на смену, ты с ним играешь, и он в конце такой, даже слезинку проронит, не хочет расставаться, это интересно. Детям всегда есть чем заняться, поэтому многие отдыхают здесь уже не в первый раз. Я уже в лагерь хожу 4-й год, мне очень нравится, во-первых, то, что тут вожатые, воспитатели, все очень добрые, тут очень еда вкусная, особенно запеканка, вообще очень вкусная, и то, что тут очень чисто, это очень радует. Я очень люблю лагерь мужества за то, что мы находимся на природе, еще за то, что у нас очень много конкурсов и веселые ребята. Я пришла первый раз, мне очень нравится, потому что постоянно с нами какие-то игры играют, мы гуляем на природе, постоянно чем-то нас занимают, всяких разных много мероприятий, и вожатые очень классные. Второй сезон посвятили теме Исеха Аланхо и якутской культуре, поэтому названия и девизы отрядов были соответствующие. В лагере мужества всегда с радостью встречают гостей, особенно близких друзей, среди которых такие объединения, как Юнармия и Движение первых.
Движение первых встречает летние смены в Нерюнгринском районе так же радостно, как и все, кто отдыхает этим летом. И уже второй год в течение всех летних смен движением разработан и подготовлен ряд программ профильных смен, которые могут использовать вожатые и воспитатели в летних лагерях для подготовки активности. И, конечно же, наш лагерь мужества является оплотом таких наших программ. Предварительно также ребята прошли небольшое обучение по тематическим сменам, их познакомились с мероприятиями движения первых. Ну, это же тоже важно для того, чтобы именно всех отдыхающих здесь ребят мы могли познакомить с деятельностью движения первых. Первый раз я пошла в том году в лагерь. Мне понравилось. Я ставила танцы, как и в этом году. В первой смене я была и во второй. Сейчас мы занимаемся, играем, делаем танцы, сценки и все. Я тоже с прошлого года тут, только была на первой смене. Тут очень прикольно, ставим разные сценки, много чем занимаемся, играем. Я провожу время очень хорошо, я провожу время с друзьями, играю в футбол на площадке, здесь очень хорошо в лагере. Мне здесь нравится, как мы играем в пионербол, как мы вообще играем со всем отрядом, ну и как здесь кормят. Кормят очень вкусно. Тут очень хорошо, тут вожатые хорошие, дети знакомые, ну и все тут хорошее. Взрослых многих встретил, которых в жизни знаю. Здесь бывают мероприятия, тут очень много разных прохождений, квестов, можно так сказать. Зеленая пятка, как бы странно это ни звучало, ярмарка тут бывает и еще очень много всего. Когда я 6 лет назад сюда пришла впервые, мне понравилось то, что здесь можно найти друзей, здесь будут рады, здесь не злятся на тебя. И даже если злятся, то это за что-то, а не просто так. Здесь все доброе, даже вот как будто бы природа насыщеннее, ярче, чем в городе. Здесь очень здорово. В ближайшее время в лагере запланирована полная модернизация. На финальной стадии находится разработка дизайн-проекта. Это будет не просто лагерь, это целый квартал детства, который будет работать не только 2 сезона, как сейчас это происходит, а где-то с середины весны до середины осени, чтобы ребята могли проводить и тематические смены, съезды спортсменов, отличников, юноармейцев, чтобы они могли во время учебы приезжать в лагерь и проводить здесь небольшие краткосрочные профильные смены. Такие изменения станут настоящим подарком для детей и жителей района. Ведь за всю многолетнюю историю существования лагерь стал лучшим местом для активного и полезного отдыха школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Кроме лагеря мужества, в летний период в Нерюнгри на базе общеобразовательных учреждений работают разновозрастные отряды. Почти в каждой школе в этом сезоне отдыхают более 400 ребят. Увлекательные мероприятия, спектакли, творческие конкурсы, спортивные состязания, которые организуют как работники отрядов, так и работники управления культуры, библиотеки, музея. В общем-то, будет интересно. Традиционно наш лагерь летний называется «Галактика», и ребят ждет поистине космическое путешествие. В лагере «Галактика» 3 смены. Организацией летнего отдыха занимаются более 40 человек. Это педагоги и вожатые, которые готовят познавательные программы, развивающие игры и множество интересных мероприятий. Каждый год стараемся, удивлять и все больше придумывать. Разнообразные мероприятия нам предоставляет ДК Пушкина. Мы к ним посещение будет 2 раза в неделю. Также мы постарались каждый день поставить наши внутрилагерные мероприятия. Они включают развлекательные, веселые, интеллектуальные, также спортивные мероприятия. Ну и посещение всей инфраструктуры нашего Нерюнгринского района также заложены в наш план мероприятий. Педагогический состав в этом году подобрался опытный. Из новеньких у меня практически никого нет. Воспитатели уже составляют основной костяк, опытные педагоги.
работающий в образовании не один десяток лет. Ну, в этом году у меня подобрался вожатский коллектив, очень хороший. Заранее они прошли школу юного вожатого. И поэтому я думаю, что для детей они создадут максимальное количество замечательных мероприятий, интересных, чтобы наши детки остались довольны. С каждым годом такой формат летнего отдыха для детей становится все более популярным. А для более взрослых школьников в Нерюнгри предусмотрена программа, которая так и называется «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». На сегодняшний день трудоустроено 136 подростков по профессиям, не требующих квалификации. Это такие как разнорабочие, где они будут заниматься озеленением, уборкой и благоустройством территорий. Ну, в основном работодатели для более охвата больше детей заключают срочный трудовой договор сроком на 1 месяц. Срочный трудовой договор дает гарантию на заработную плату за фактически отработанное время, а также для несовершеннолетних Нерюнгринский кадровый центр выплачивает финансовую поддержку в размере 7296 рублей 25 копеек. Такая программа работает уже не первый год. Работодатели, у которых есть вакансии на должности с небольшой заработной платой, не требующие квалификации, охотно берут на подработку школьников на время летних каникул. Подростки с 14 лет могут заключать срочный договор на легкий труд. В этом году у нас трудоустроено 4 человека на июнь на 0,5 ставки. То есть получается, так как МРОТ у нас 56 100, соответственно, у них начислена будет зарплата 28 050 рублей с учетом НДФЛ. Ну и, соответственно, плюс поддержка Центра занятости, сумма 7296,75 копеек. Ну и плюс наша, получается, они получат около 35 тысяч. Да, и это работает 2 часа в день, получается. Они у нас работают уборщиками служебных помещений. Ну, убирают территорию, получается, помещения гимназии, ну, кабинеты. Да, 2 часа в день. Трудоустройство по государственным программам временной занятости гарантирует безопасность. Школьника официально оформляют, обеспечивают специальной одеждой и следят за соблюдением требований охраны труда. На период работ работодатель выплачивает по договору заработную плату в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством за фактически отработанное время. Также Центр занятости оказывает материальную поддержку за счет средств республиканского бюджета. В Нерюнгринском районе летней занятости несовершеннолетних уделяется особое внимание. И вся работа руководства и педагогов направлена на создание условий для того, чтобы дети не только хорошо отдохнули и имели возможность заработать, но и получили массу положительных эмоций и впечатлений.